Здравствуйте! Меня зовут Диана Щербанская. Мы сегодня в необыкновенном мастер-классе. Я уверена, что там в интернете нас слушают тоже женщины. Здесь сидят женщины, кроме оператора и Юры, который уже привык к тому, что я его как-то говорю: а знаете, сегодня на мастер-классе есть одни женщины. Юра так... И Юра. Так вот, почему я так прусь от этой темы? Эта тема абсолютно мужская, абсолютно. То есть вот если понимать, что у вас внутри есть внутренний мужчина, или что у вас есть левое полушарие мозга, и как вам больше нравится? Думать, что у вас есть анимус, то есть ваш внутренний мужчина, или понимать и думать, что у вас есть левое полушарие мозга? Вам как больше? Как вам заходит, так и оставьте. Так вот, тема уверенности в себе – это левополушарная тема, это тема, связанная с самооценкой, с чувством собственного достоинства, со своим проявлением в мире. Согласитесь, что самооценка – это всегда некое соревнование, правда? Можно с этим согласиться? Если сравнение, помни, сравнивать нехорошо, но тут реально сравнивать невозможно. А вот про свой рост всегда можно объяснить. Да? У меня упала самооценка по сравнению со мной таким-то, у меня поднялась самооценка по сравнению со мной таким-то. То есть она всегда говорит про развитие. То есть, а все эти качества – это качества мужского внутри нас. Почему я так радуюсь? Потому что как только у женщины вырастает самооценка, рядом с ней появляются более статусные мужчины. Если мужчина уже есть, то у мужчины, который в вашем поле, муж, сын, деловой партнер, у него начинают, то есть он начинает вам это отражать, у него начинают идти лучше дела автоматически. А поскольку женщины никогда в эту тему не ходят, мы вечно ходим в любовь к себе и качаем свое правое полушарие. Это что тоже очень ценно. Становимся все более женственными и женственными, все более сексуальными, Ириш, все более красивыми, Оль, все более ухоженными, понимаете, уже некуда дальше, понимаете, куда уже дальше? А самооценка в левом полушарии сидит, курит бамбук. И вы ходите такая и говорите: где посмотрите, на меня, посмотрите, где этот принц, или где этот контракт, или где эти доходы. Вы же мне всегда рассказывали, что, накачай женскую энергию, я же это поняла и приняла, что когда я наполненная, тут мир, начинает вокруг тебя выплясывать. А мир выплясывает, но на копейку. Мало того, очень часто мир, знаете, даже как-то дразнится. Он так летает таким большим орлом вокруг вас, а потом, и ты думаешь: иди ко мне, иди, золотой мой орел. И он так какнул и улетел. Блин, обидно. Или еще, даже не какнул, а вообще улетел. Я понятно, нормально, женская аудитория меня понимает. Вот это связано с нашей самооценкой. То есть мы такая вся классная, накрученная, наполненная женской энергией, но у нас из правого полушария в левое протекает, знаете, есть такая, это не отверстие, а арка. Вот как триумфальная арка. Помните в Париже? Вот это такая же триумфальная арка у нас находится в левом полушарии. То есть и проходит в левое полушарие только ровно столько энергии, насколько мы сами для себя хорошие. Осознаете, что я сейчас говорю? В правом вы накачали до утра. В правом у вас связь со всеми божественными женскими структурами, все архетипы женские вас поддерживают. Вы и муза, и королева, и хозяйка, и любовница. На каком языке бы вы не говорили, то есть у вас хороша. То есть вы себе говорите: хороша же. Как-то все же нормально. В крайнем случае, не хуже, чем у той. Но почему у меня этого нету? У нас нету, потому что наша самооценка позволяет нам пропустить только столько. И в мир
который отражает наше внутреннее состояние, к нам, если, например, нету мужа, приходят знакомиться дворники. Я, наверное, могу посмеяться вместе с вами, потому что я сама была в прошлом году участницей такой встречи, когда мне надо было срочно пересесть с одной машины на другую. Я нашла какое-то такси, которое стояло возле нашего ВДНХ. То есть какое было. У меня были высоченные каблуки, подарок и букет цветов в руках. А я не там вышла. И вот он меня там провез 10 метров. Я эту историю уже 5-й раз рассказываю. Причем рассказываю так. Вы понимаете, у меня букет цветов и красная помада. То есть у меня туфельки Шанель, сумочка Шанель, красное красивенное платье, там великолепная накидка. Я в этот момент, излучаю весь секс мира. И вот этот мужчина, там старше меня лет на 15, на какой-то старой размызданной иномарке, останавливает меня возле ресторана, где ждут друзья, и спрашивает: может, кофеек попьем? И я говорю, что мой муж будет возражать. Это потому что я самооценка низкая, придумать ничего в этот момент я не смогла, кроме... Он говорит: я своей жене тоже не скажу. И вот когда на меня реагируют вот такие мужчины, я могу себе честно сказать, что с моей самооценкой что-то не так. Согласны? Как формируется самооценка? Почему она не так, мы с вами посмотрим чуть позже. А как она формируется, то есть это самый первый уровень, о котором мы сейчас будем говорить, это предметный уровень. А потом пойдем в смысловой, глубинный. Итак, пункт номер 1. Самооценка, она имеет всегда отношение, поскольку это мужское качество, она имеет всегда отношение к какому-то конкретному спектру деятельности. То есть у вас может быть высоченная самооценка, как у хозяйки, которая печет пироги. И быть очень низкой самооценкой, как у, например, женщины, которая умеет привлекать мужчин. Можете с этим согласиться? То есть самооценка всегда векторная. И есть самооценка, в ней есть такая внутри, более общее такое качество, это моя зрелость. То есть насколько я успешно проживаю эту жизнь. Так нормально? То есть относительно меня самой. То есть я как человек, какую себе ставлю оценку? Как человек, который живет на этой земле. То есть насколько я успешно с этим справляюсь. В жизни все время какие-то вызовы, правда? Все время что-то происходит, и как я с этим справляюсь, это связано с уровнями зрелости, ребенок, подросток, юноша, взрослый. И у меня есть еще такая самооценка. Она самая главная, она базовая. Но она формируется из вот этих векторных. Так нормально, если я предлагаю вам? Так, получается. Если взять самую простую модель, девчачью, любовница, хозяйка, королева, муза. Или девочка, любовница, жена и мать. Вам какую взять? Это две разные характеристики женские. Девочка, любовница, жена и мать. Так проще будет, да? Девочка – это моя способность принимать подарки, быть послушной, быть в контакте с другими людьми, радоваться жизни, радоваться из ничего, фантазировать, быть счастливой, быть наполненной, уметь подстраиваться под все, кого я хочу охмурить. То есть мой способ управления миром здесь – это подстройка под других людей. Вот НЛП – это техники для детей. Не в смысле, что это детские техники, а это техника ребенка. То есть когда нужно подстроиться, а потом вести другого человека за собой, изучив другого человека. Подросток – это умение говорить «нет», умение отстаивать свои права, умение быть смелой, умение делать то, что я
хочу, познавать себя, ставить границы, завоевывать чужую территорию. Если бы мы с вами здесь изучали коммуникацию, я бы сказала, что здесь как раз навыки переговоров. Ну, ты любовница говоришь, да, была девочка-любовница? Да, девочка-любовница, да. Ну и здесь, умение, да, спасибо про любовницу, умение соблазнять здесь будет. Да, нормально? Про навыки нормально? Юность, умение брать ответственность, делать что-то, даже то, что не хочется, но если я иду туда, куда я хочу, то умение делать даже то, чего я не хочу. Если я хочу хорошую фигуру, но я не хочу идти в спортзал, то когда у меня есть уровень зрелости, юность, то я это делаю. Спортзал я не хочу, хорошую фигуру я хочу, и поэтому хорошая фигура – это мотивация идти в спортзал. Нормально я объясняю? И зрелость. Я говорила, это жена, да, жена. И зрелость, мать – это умение отдавать то, что нужно отдавать, и не отдавать то, что не нужно отдавать. Самая короткая компетенция, и самое сильное качество. У женщины эти качества распределены в виде пирамиды. 80% качеств женщины должны быть в навыках девочки, 15% в любовнице, 4% в жене, 1% в матери. Если женщина такое соотношение внутри себя поддерживает, она будет чувствовать себя удовлетворенной, довольной собой. Я тут остановилась, чтобы вы это переварили. То есть с вашей самооценкой в этот момент становится все в порядке. Скажите мне, что с вами? Интересно про 80%. 80%. Вы все видели треугольники женские, помните? Женский треугольник такой, с основанием внизу, мужской треугольник с основанием наверху. Это имеет, этот треугольник имеет практическое объяснение. И это не только психологи придумали, психологи открыли это недавно, в духовных знаниях этим знаниям 5, 6, 7 тысяч лет. 80% девочки. Давайте поговорим подробнее. Нормально? Я веду так мастер-класс, потому что здесь женская аудитория. Была бы здесь мужская аудитория, я бы говорила, о том же, только с другой стороны. Я бы рассказывала о том, что является для мужчины самым важным. А у них 80% находится в умении давать тому, что, тем, кому надо, то, что надо. Самая короткая и самая сложная компетенция. Поэтому мужчине важнее, чем женщине, иметь высокую самооценку. Там просто больше мужской энергии. Женщина может и с низкой самооценкой стать успешной в жизни, а мужчина нет. Вы как-то реагируете? Я вам такие важные вещи сейчас говорю. Почему вы говорите о том, что мужчина с низкой самооценкой не может добиться успеха, а женщина с низкой самооценкой может? Потому что женщина с низкой самооценкой может прилепиться к мужчине с высокой самооценкой и прожить всю жизнь за его спиной. Имея только одно качество, в ребенке есть качество, первое, это умение подстраиваться под другого. Это первое качество, которое есть у ребенка. И вот у женщины низкая самооценка, и поэтому, что у нее низкая самооценка, она научилась только одному – подстраиваться под других людей. Вы таких видели? И она в фарватере идет. Она может быть женой генерала, женой очень богатого, успешного мужчины. Тогда получается, что с низкой самооценкой тоже можно притянуть, скажем так, более высокого, не сами достаточно мужчину, только дворника.
Ну, скорее всего, женщины с низкой самооценкой притянули такого мужчину, когда он был лейтенантом, и прошли с ним весь этот путь. Ну, то есть, когда это мужчина состоявшийся и успешный, а она с низкой самооценкой, это нереально. Нет. Могу вас успокоить, вот это нереально. Какой бы он ни был олигархович, он ее увидеть может только, если у нее есть высокая внутренняя самооценка. Потому что его внешний мужчина, он ищет того внутреннего мужчину у женщины, куда он может поместиться. А женщина с... Что, Юр? Да, а женщина с высокой самооценкой, у которой высокая самооценка, не амбиции высокие, слышите? Амбиции высокие, задайте мне вопрос, я вам объясню, в чем разницу. Да, это небо и земля. У женщины с высокой самооценкой просто нет шансов его не притянуть. Она только этого его и видит. И если он сегодня еще не такой, то он будет такой. Например, мой Юра еще не такой великий продюсер, каким он будет. Но у меня очень хорошая самооценка. Вот в этой сфере жизни у меня прекрасная самооценка. И мой партнер по бизнесу, он будет величайшим продюсером. У него есть его амбиции, а у меня есть мои амбиции. И они по размеру одинаковые. Мы притягиваем таких людей. Я понятно сейчас сказала? Я не поняла, в чем разница между амбициями и самооценкой. Нет, не между амбициями. Разница между амбициями и самооценкой, а разница между... хорошо. Надо какое-то слово одно найти. Секунду. Завышенная самооценка. Вот здесь проблема у женщин. Не у женщин, у людей. Завышенная самооценка. Это когда я думаю, то есть я на себя посмотрела, и я думаю, что мне надо яхты, пароходы, заводы, такой степень уважения. И когда у меня этого нету, я испытываю дискомфорт. Но у этой женщины не заниженная самооценка, она завышенная. И из-за завышенной самооценки она чувствует себя плохо, потому что есть реальность, которой, X чего-то присутствует, и есть ее ожидания, которые X умноженное на 100, например. Откуда берется завышенная самооценка, я вам покажу, даже не расскажу. Но основа ее в заниженной самооценке. Запутала немножко? Нет, это типа, я такая обалденная, вся офигенная, достойна яхт, самолетов, пароходов, сижу тут сейчас в обычной квартире, ничего не имею. Это завышенность? Да. И я от этого страдаю, потому что да. я хочу а живу здесь. Да. И в основе этой завышенной самооценки заниженная самооценка, куда женщина не хочет смотреть. Ощущение своей, этой неудачи внутренней, куда она не хочет смотреть. Так ясно? Да. Отлично. Теперь в основе стабильной самооценки у женщины лежит эта пирамида, стоит, лежит. 80% это состояние девочки. Давайте поговорим. Называется очень инфантильно, но не имеет никакого отношения к инфантильности. Самый важный критерий, и первое, с чего это начинается, это сумение подстраиваться под других. Это только начало этого навыка, но этот навык у женщины сегодня хромает иногда на обе ноги. Согласны? Вообще так сложно подстраиваться. Но где границы, чтобы не потерять себя, когда ты подстраиваешься? Понимаешь, я говорю, что у этого навыка есть, два хода. Вот в НЛП, когда нас учили НЛП, нас учили подстройка и ведение. То есть мы подстраиваемся для того, чтобы вести. Но для того, чтобы вести,
нужно освоить навык подстройки. А подстраиваться, внимание, невозможно именно потому, что вот тут есть такая, травматическая история. Вот мне надо подстроиться под Ольгу. Я хочу, чтобы Оля поехала со мной в Париж. Она знает английский в совершенстве, а я плохо знаю. И она хорошая компания, и мы с ней были в Париже в прошлый раз. Короче, я хочу, чтобы она поехала в Париж. И поэтому у меня есть интересы, да, мои. И мне же так несложно прогнуться внутри себя, там что-то такое миленькое организовать и сказать: «Оль, а ты помнишь, как мы с тобой в октябре? Ой, и помнишь, какой у нас номер был классненький, да, такой, как мы там гуляли хорошо. А помнишь это наше знаменитое кафе?» Да. Это, наверное, да. Это было просто какая-то подростковая оргия. Да. Я демонстративно сейчас это показываю. Так я бы, конечно, Станиславский был бы доволен. Сейчас, Станислав бы сказал, что я переигрываю. Я переигрываю, чтобы мы могли видеть. Отлично. Я подстроилась, Оле стало хорошо, и я начинаю ее: «Оль, слушай, 9 апреля, что? Ай, давай, а знаешь, что будет? А мы еще там не погуляли. Олечка». Я подстраиваюсь для того, чтобы вести. В любой ситуации оно выглядит похоже, правда? А почему мы не подстраиваемся? Ты хорошо сказала, потерять себя. Потому что у нас есть опыт унижения. Но это не унижение, это другое, это выгода твоя. Нет, почему мы не подстраиваемся? Потому что думаем, Да, что у нас есть идея, что кому-то станет очень удобно, что мы подстраиваемся. Но системой управляет самый гибкий ее элемент. И женщина — шея, а мужчина — голова. И петли, которые есть в этих дверях, они малюсенькие, но петли управляют дверями. А дверь послушно идет туда, куда движется петля. И вот если ребенок, маленькая девочка, будучи ребенком, потеряла эту гибкость, потеряла вот эту легкость в подстраивании под других людей, она теряет вот эту свою уверенность в себе. Она потеряла по каким-то причинам. Кто-то ее прогибал, кто-то, не знаю, игнорировал ее интересы. Причины будут травматические и очень разные. Мы сейчас их рассматривать с вами не будем. Но беда в том, что мы это и не лечим-то особенно. Мы в эту тему и никогда не смотрим. Мы ходим с вот этими задранными носами и никого ни о чем не просим. Да мне лучше самой сделать, 30 раз еще попросить. Или мы просим кого-то и пытаемся сразу что-то дать взамен. Я нормально объясняю? Только чтобы не попасть в эту ситуацию, когда я потому что там было очень больно. Очень больно было быть маленькой. И в эту часть себя мы не заглядываем. И поэтому вся эта пирамида у нас переворачивается. Мы начинаем отдавать, как мужчины. А у мужчины пирамида ломается, и он начинает подстраиваться, как женщина. И вот здесь самооценка, будет вам низкая самооценка будет все время говорить, что что-то в консерватории не так. Здесь есть какая-то проблема. Вот этот потрясающий навык подстраиваться и при этом не выживать. Знаете, как в Ведах было написано, что одно из самых главных качеств женщин — это умение просить и принимать, это первое качество. А просить и принимать — это то, что я вам рассказываю, подстроиться под другого и привести его туда, куда вам нужно. А второе качество — это умение обходиться тем, что есть.
Казалось бы, они противоречат друг другу. Но на самом деле, если вы умеете обходиться тем, что есть, то когда вам отказывают, вы не умираете. Понимаете, вам просто Страдания, да? нет страдания, когда вас отвергают или когда отказывают в чем-то. Как вам такой разговор, как вам такой подход? Что вы скажете? Есть вопросы. Да. Вот один и те же вопросы, я так понимаю, сегодня в чате много новеньких. И вот спрашивают про 80% девочки. Это значит 80% уровня зрелости ребенка и вообще про вот эту пирамиду. Сколько процентов, в каком пирамиде? Да. Это об уровнях зрелости. Это о том, чтобы 80% вашей психики всегда находилось в состоянии счастливого ребенка. Вот есть такой у Эрика Берна в транзактном анализе есть такой, знаете, термин контролирующий родитель, заботливый родитель, и травмированный ребенок, и счастливый ребенок. Так вот, 80% психики женщины должно находиться в состоянии вот этого счастливого ребенка. А дальше это мои объяснения уже, что это такое и кто это такой счастливый ребенок. И вот первое качество – это умение просить или умение подстраиваться и вести. То есть подстроиться, чтобы сделали так, как ты хочешь. Второе, или оно называется еще гибкость. В разных школах, в разной литературе это будет называться по-разному. Но сама суть будет именно этой. И второе, для того, чтобы здесь оставаться и не умирать, нужно быть очень взрослой. Вот сейчас послушайте, нужно быть очень взрослой. Нужно то есть нужно, чтобы вам хватило того, что есть, чтобы вы могли с тем, что есть, спокойно жить. А о чем это качество? Говорите со мной, мне сейчас, чтобы был не монолог. О чем это качество? Нет, это умение справляться с жизнью. Девчонки, это умение справляться с жизнью. Самодостаточность. Но как качество физическое, которое есть вот здесь на Земле, это умение справляться со всеми ситуациями. Если я сама не умею, есть человек, которого я могу попросить. Если этого нету, я сделаю так. Если это не получится, я поступлю вот так. Это прозрелое поведение. Согласитесь тогда, что наши дети этим обладают. Они когда просят у вас что-то, и вы им это не даете, они спокойно разворачиваются и решают этот вопрос с какой-то другой игрушкой, едой, вещами. Дети иногда начинают истерить, требуя своих. Да. И если он истерил и требовал свое, то что получалось в результате? Если он получил результат, то завтра он его закрепит. Это ведь тоже подстроится. Это не очень гармоничное такое для тебя знание, но на тебя повлиять можно только так. То есть это то, где ты включаешься. Но в девчачьей манере жизни это не сильно работает. Это очень ценится у мальчиков, когда мальчик добивается своего, стучит ногами о пол. То есть родители страшно сердятся, но, например, выполняют его просьбу, и потом еще внутри остаются, они очень довольными. Вот какой он, как он нас победил. Какой он настойчивый, говорит. Но не у девочки. Девочка, которая регулярно ложится на пол и бьется руками и ногами об пол, она все меньше и меньше будет получать подарков от такого поведения. Вы можете
ну, посмотреть на это и увидеть, что это правда. А? И у нас есть, ну, гендерное неравенство. В том, как мы себя ведем, есть гендерное неравенство. Есть методики, которые работают у девочек, есть методики, которые работают, ну, у мальчиков. Есть общие. А есть такие, которые применяют девочки и считаются женскими, и когда их использует мальчик, это будет, ну, мило до какого-то возраста. Или наоборот, есть какие-то методики, которые применяют, ну, мальчики, и их применяет девочка, это тоже будет мило до какого-то возраста. Но всегда будет положен край здесь. Например, если мальчик все время целуется и обнимается, или плачет, это очень быстро надоест родителям, правда? Ну, говорите со мной, девчонки, да, я, может быть, не права. Сори. Если девочка плачет, ну, все будут это терпеть, все будут пытаться ее успокоить. Сейчас я не могу, у меня Милана ушла в кино, она тоже будет звонить, но это не Милана. Давайте пока про мальчиков и про девочек отложим в сторонку. Пусть это будет какой-то следующий мастер-класс, ну, про гендерность. Я давно, кстати, не вела мастер-классов и тренингов, где мы поднимали эту тему о том, что вот вы, наверное, знаете, есть такая книга «Женщины с Венеры, мужчины с Марса». Ну, точнее, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Я не во всем согласна с автором книги. Ну, вот именно не во всем, но в основном эта книга, ну, написана очень честно о том, что мужчина XY, а женщина XX. Это, ну, биологически очень по-разному проявленные два существа. И поэтому то, что хорошо для XY это означает, что, ну, одной ножки на хромосоме не хватает, понимаешь? Это значит, что ему надо развиваться. То есть недостающая вот эта вот ножка в хромосоме означает, что, ну, надо ее развить. И мужчина всю жизнь будет учиться развиваться, нарабатывать новые навыки, которых, ну, не было в его хромосомах. И его путь – это всегда наработка этих навыков. Знаете, как, ну, ничего такого красивого, если смотреть с точки зрения хромосом, нету. Например, есть навык сохранять деньги, нету навыка зарабатывать деньги. Значит, это будет его задачей. Это звучит красиво: предназначение, цель в жизни, смысл бытия. А с точки зрения хромосом это просто недостающие, ну, элементы, которые надо наработать. И это задача мужчины, и поэтому есть какое-то поведение мужское, понимаешь? Есть какие-то мужские задачи, есть какие-то мужские характеристики, и вот, ну, для него, для того, чтобы он стал мужчиной, ему нужно, ну, вырасти. То есть поэтому у него, ну, 1% он мальчик, 4% он, ну, любовник, подросток, 15% он юность, и 80% он мужчина взрослый, то есть отец. И туда надо подняться. И только там находится весь его ресурс. 80% мужских ресурсов находится там. А определение мужчины, ну, отца, и определение матери, оно одинаковое. Умение отдавать тому, кому надо, то, что надо. Ну, может быть, еще тогда, когда надо. Поэтому мужчина, он всю жизнь, ну, растет. Когда он поднимается в эту зрелость, весь поднимается в эту зрелость, он, конечно, у него высокая самооценка, потому что он прошел путь. Поэтому я и говорю, что на тренинге одни девочки, ну, то есть на мастер-классе одни девочки, и эту тему мы вообще не поднимаем, потому что наша самооценка другое. Мы XX. Тебе ничего нарабатывать за эту жизнь не надо. Ничего. Ни тебе, ни мне, ни Ане, никому из здесь присутствующих женщин ничего нарабатывать нового не надо. Мало того, ничего нового изобретать не надо. Мало того, ничему даже особо, извини, не нужно учиться специально.
Не дай Господь тебе учиться, как правильно ходить беременной, или как правильно рожать, или не дай Господь тебе пройти тренинг «Беременность за 6,5 месяцев». Знаете, новая технология сегодня, сидит классный тренер и в онлайне рассказывает: девочки, у нас есть новый с вами способ, и мы будем носить детей 6,5 месяцев. А другая проводит как за 4 месяца. Не надо, понимаешь? То есть наша природа идеальна. То есть все, что у нас, не в смысле, что мы с тобой идеальные, а то, как у нас там заложено, XX, уже все есть. Как соблазнить мужчину есть, как удержать есть, как воспитывать детей есть, как остаться молодой и красивой есть. То есть у нас все знания находятся внутри. Поэтому, и когда мы родились с тобой, женщины, маленькие девочки, у нас была вагина, и сказали: о, у вас девочка, поздравляю. В этот момент ты уже родилась взрослая и целая. Я понятно сейчас? Ты уже была маленькая, тебе было 4 или 6 месяцев, и ты уже умела великолепно соблазнять. У кого были маленькие дочери, или племяшки, или вы видели чьих-то чужих, масяней, это строение глазок. Все было уже. А если она была, если она рождается, и она такая королева, то она маленькая, ей 6 месяцев. Мне подруга пару дней назад прислала видео, как она кормит своего маленького волевого сенсорика. И он сидит, этот волевой сенсорик, видела, да? Сидит такой, так это делает? И ложечка сюда. Следующая. А когда уже была 6-я или 7-я ложечка, то уже, во-первых, мама дрессированная, все делает правильно, поэтому, просто уже был такой короткий, ладно, давай еще. Уже трудно было, сердиться. Она была совершенна. И вот то, какая ты была маленькая, ты была совершенной. Ты все умела. И если бы мы с вами были сейчас на каком-нибудь женском тренинге, я бы говорила, что задача родителей сохранить женственность своей девочки, которая рождается девочка, и задача просто ее сохранить, сберечь красоту и уникальность этого цветка. И цветки бывают разные. Бывает цветок на кактусе, то есть такой колючее, но все равно цветочек. Бывает фиалочка, бывает розой. Но все было в нашем детстве. Поэтому и пирамида наша 80%. И здесь весь ответ на то, как будет формироваться наша самооценка. И если вы умеете подстраиваться под мир, и потом вести мир за собой. Если вы умеете довольствоваться тем, что есть, у вас будет радость, удовлетворенность. И у ребенка есть еще одно важное качество – это умение, это знание, чего я хочу. Ребенок это очень хорошо слышит, правда? И мы слышим, что наше, что не наше. И умение доверять самому себе. Не кому-то другому, а себе. И когда это доверие себе есть, развиваются следующие навыки. Они ложатся, девочки, базой на эти 80%. Это умение соблазнять. И если ребенок это эгоист, то есть это принимающая часть мира, и женщина, о том, что женщина аккумулятор, все знают. А аккумулятор это то, что принимает, это тоже понимаете? Да? И что аккумулятор никогда не отдает все, что у него есть, иначе потом он очень долго заряжается. Он отдает 20-30% от того, что у него есть. Это наша природа женская. Не отдавать, а принимать от мира все. Собирать, сохранять и выдавать по мере необходимости. Но выдавать и снова собирать. На эту базу
ложатся вторые качества, уже качество любовницы. Если ребенок — это я, только я, это умение, навыки быть эгоистом. Без какой-то низкой оценки: «О Боже, я эгоистка», а я, эгоисточка я. Я забочусь вначале о себе. Я не буду вам напоминать про самолет, про маску на себя. И только на втором этаже появляется «мы». Это умение брать и давать. Это умение находить того, у кого есть то, чего у вас нету, и с ним меняться. Причем находить не только у того, у кого есть то, что вам надо, но у кого есть то, что, то есть, ну, кому нужно то, что есть у вас. Брать и давать. Как я могу это найти? Я опираюсь на свое детское качество. Первое качество у меня есть что-то, что я хочу, и я иду за своим желанием. Каким бы сумасшедшим не было мое желание, каким бы сложным не было мое желание, каким бы неисполнимым не было мое желание, все большие желания, внизу, когда мы там находимся, в начале, они невероятные. Я, знаете, в такие моменты вспоминаю в Париже, куда мы летим 9 числа, есть такое место, где похоронен Наполеон. И там есть его дневники. И очень часто дневники, они открытые, очень часто страницы там переворачивают, потому что там есть разные интересные записи, но очень часто там страница, по-моему, 19-я, где он пишет, что я хочу, когда я вырасту, я хочу стать императором и сделать Францию империей, а не королевством. Знаете, он никто. Но с того места, где он находится, это невозможно. Он бедный, он не француз, он корсиканец. Он воспитывается в Суворовском училище, он будущее пушечное мясо для короля. И вот, и таких, как он, много, таких вот, бедных, дворян. Он чуть-чуть, его позиция чуть выше, чем какого-то солдата. И он хочет быть императором. Миллионы людей, которые когда-то что-то начинали, они начинали вот с этого странного желания. Они шли за своей мечтой. Вот ребенок начинает идти за своей мечтой. И это путешествие за своей мечтой приводит меня вот сюда. Я что-то чувствую. То есть у меня есть мечта, она приводит меня сюда. В этом человеке есть какой-то мой интерес. Я еще ничего не знаю, но у меня есть мечта. И второе, у меня есть моя чуйка. Помните? Я доверяю не кому-то снаружи, а себе доверяю. И моя чуйка приводит меня вот в этот навык обмена. И у тебя есть что-то, что мне нужно. Я подстраиваюсь, да. Я ж как ребенок, раз, подстраиваюсь, тынс, а столько, сколько мне нужно, не получают. Почему? А он такой же ребенок, но он точно так же, но я вижу, что у него есть свои запросы, и он меня ведет куда-то, куда у меня куча ресурсов. Так нормально? К примеру, в отношениях я женщина, встретила мужчину, у него много денег, но ему скучно. И я его драйвлю. У него появляется... Что-что? Это моя тема, найти куда пойти. Да. А бывает, это даже не пойти, а просто там внутри у него так все серьезно, такое все... Я не романтик. Знаете, когда мне мужчина говорит, что он не романтик, все, он попал. Я знаю, на что он будет реагировать. Вот, и я ему, а у меня этого романтик вообще море. И он такой, я не романтик.
Я проверяю, где, ну, поехали там на Мальдивы. Нет. Ага, все, нашла кнопочки. И я начинаю, ну, туда наливать того, чего у меня много. Фантазии, легкости бытия. Это какие качества? Это девчачьи качества. И он, ну, не столько он их, сколько оплачивает все наши безумства. Да, всю нашу романтику, с которой мы оба согласились, что это романтика, он, например, оплачивает или поддерживает, или планирует. Ну, это могут быть очень разные способы. Понимаете, когда я говорю про энергию любовницы, и когда я говорю про вот это вот, ну, про второй уровень, там не всегда мужчина и женщина. Это может быть, ну, я и Оля, ну, я и Аня. Это, ну, могут быть две женщины, которые, ну, между собой начинают дружить. Помните вот слово «дружба»? Это значит, у Ани, например, есть что-то, что нужно мне, а у меня есть что-то, что нужно тебе. И вот этот обмен, он происходит, и мы считаем этого человека для себя прекрасной подругой, или прекрасным партнером по бизнесу, или, не знаю, соседом, ну, то есть, или клиентом, потому что это тоже, ну, здесь же происходит. И мы меняемся. Но вот для того, чтобы мы находились вот в этом процессе обмена, я опираюсь на свои детские качества. Еще раз, детские – это не инфантильные. Я понятно? Это серьезнейшие навыки выживания, которые я, ну, усвоила в детстве. И теперь я, ну, ими пользуюсь. И когда я этому научилась, я еще подрастаю. И помните, на 3-м этаже, на юности, а у женщин там всего 4%, это взять ответственность. И вот так интересно, за что же женщина берет ответственность в своей жизни. Эти 4%, они про что? Я так, знаешь, не дошла. Квач. Про что же эти 4%? За что женщина берет ответственность? Она берет ответственность за то, чтобы быть всегда наполненной. Да. Не обязательно, что это красота, а главное, что она, ну, ее чаша всегда полна. И 4%, если первый был ребенок, второй подросток, ну, любовница, то это уровень жены. То есть единственное, за что мужчины платят такую дорогую цену, что забирают нашу 50% плохой кармы, за то, что мы обещаем им, что будем наполненными. Это будет выражаться потом на каком-то другом языке словами поддержка, что мы друзья, что на меня можно положиться, что я надежная. То есть это все, что мы с вами знаем про брак. Но вот это все, что я вам, ну, называю, это следствие того, что вы всегда наполнены. А вы всегда наполнены, потому что вы заботитесь о себе, помните, 80%. Вы идете к своим целям, вы обмениваетесь с партнером, даете ему то, что он хочет, а, ну, берете то, что вам нужно. И тогда 4%, ну, не являются чем-то сложным. Да или нет? Да или нет? Но если я не хочется рассказывать про мужской путь, но когда у нас там все перевернуто, то там не 4% будет, а 15%. И тогда мы начинаем нести ответственность в семье, ну, в партнерских отношениях за то, что нас истощает. Ну, за что, если кто был в партнерских отношениях или есть в партнерских отношениях, что вас истощает в партнерских отношениях? Какая ответственность вас истощает? Ничего не истощает. Ну, какие? Финансовое обеспечение всей семьи. Ну, то есть ты отвечаешь за всю семью, получается, что если не ты, то никто ничего не сделает и ничего не получится. Допустим, если есть дети, то еще и за детей ответственность, там,
Ну, получается, что ты на себе тянешь всех. Вот это истощает Да, потому что ты за что ты взяла ответственность? финансово. Нет, ты взяла ответственность за семью. Да. Вот это главная ошибка, которую делает женщина в браке. Она берет ответственность за семью, а она несет ответственность за то, чтобы между ней и мужем были крепкие отношения. А крепкие отношения — следствие того, что я наполнена. То есть, и мы снова возвращаемся в ребенка. Вы не несете ответственность за семьи, не можете. Мне не хочется вам там физиологии, но у вас центров ответственности, не у вас, а у нас, центров ответственности в миллионы раз меньше, чем у мужчин. То есть в голове у нас эти центры есть. И когда кто-то там пишет смешные посты, рисует женский мозг, и там, знаете, ответственность за маникюр, ответственность за поговорить с подружками. Оно так звучит немного обидно, но оно не является ложью. То есть я несу ответственность за то, чтобы я была наполненной. Это, может быть, вас обижает, девочки, как? Нет, это очень круто. Нет? Мы всегда чувствовали это, что вот ответственность на маникюре. Я знала, что здесь нет подвоха. Мне очень неудобно, знаете, прямо хочется так ножкой поковырять, очень неудобно перед всем феминистическим движением, перед всеми, кто этого не знает и не понимает, очень прямо, знаете, извините, пожалуйста. И при этом, при всем, что у нас есть ответственность за наполненность, и при всем этом все остальное, что я бы могла вам рассказать про женское лидерство, правда. Мне хочется перескочить на тему женского лидерства. Потерпите 10 минут. А мне проснулся специалист по бизнесу. Спал. В бизнесе есть, то есть в мировой экономике, в бизнесе есть только 2 стратегии, как ведется бизнес. Все остальные это варианты от того, как одна стратегия может соединиться с другой. Поскольку их 2, то там есть много вариантов, как они могут соединяться. Но стратегии 2. Вот одна стратегия, она мужская. Она будет пирамида. Наверху пирамиды стоит лидер. За ним его верные люди. 1%, 4%, 15% таких middle персонала и 80% сотрудников, которых легко можно менять, такие винтики. Так, нормально? Это классическая X-стратегия в бизнесе. В чем сила этой стратегии? В единоначалии. Что лидер знает, куда надо идти, он видит цель, он принимает все решения, исходя из своего видения. Даже если он сегодня не может сформулировать это видение, потому что оно еще очень неясное, и бизнес только начинается, у него внутри, эта его стратегия уже родилась. И он слышит, надо, не надо, берем, не берем. Так понятно? И те, кто возле него формирует его банду, команду, он собрал единомышленников, люди, которые дышат с ним в унисон. Это его как продолжение. Вот у него есть 2 руки, а это еще его 2 руки. И эти 15%, которых уже набрали его 4%, да, то есть его банда, это те, кто лично преданы этим 4%. Так нормально я? И 80% с невысокой степенью преданности, но зато ограничены всякими правилами, инструкциями, увольнениями, и так далее. И выполняющие такую регламентированную работу. В чем минус этой стратегии? С клиентами, например, общаются внизу.
И если клиент чем-то недоволен или клиенту что-то не подошло, то наверх это никогда не дойдет. Или очень, ну когда это уже будет большая проблема, тогда дойдет. Так было хорошо во время стратегического менеджмента. То есть пару тысяч лет патриархата это было идеальное. Но даже тогда существовала Y-стратегия, она женская. Это когда лидер находится в центре, и вокруг него находятся отряды или проекты. Так, понятно? И сегодня, например, главный проект – это закупка товара. И в этом проекте участвует руководитель отдела закупки, участвует директор компании, потому что его подпись, участвует юрист из другого отдела, участвует отдел продаж, которые дают заказы, что закупать. Но руководителем проекта сейчас является вот этот логист, главный логист в компании. А все остальные, работающие в других отделах, в других подразделениях, являются частью этого проекта. Так понятно, я сейчас объясняю? И шеф здесь не самый главный, потому что он не знает больше, чем знает главный логист. Он не знает товаропроизводителей в Китае, он только знает, какую маржу он хочет. То есть его работа, он часть этой команды. Потом будут, например, важны продажники. И здесь начальник отдела продаж, продажники, юристы, бухгалтерия, безопасность, они все, и директор компании, все обслуживают этот проект. Я понятно? Тогда получается, что в Y-компании шеф не самый умный, не самый активный. Если здесь он, основные заказы вообще привозит шеф. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. То здесь шеф нанимает уже умных, умнее, чем он в 1000 раз, грамотнее, чем он в 1000 раз. Чем он платит этим людям? Энергией. Это и есть женское поведение. Он сидит, ничего не делает, и он только мотивирует своих сотрудников. Да или нет? Да. Если здесь я начальник, вы дурак, то здесь вы мои орлы. Он мотивирует, поддерживает, он красиво их, распускает им крылья, он регулирует, он управляет, кому дать больше, кому дать меньше внимания. Он решает, как хозяин бизнеса или как директор компании, он решает, какой проект сейчас важнее, и он рождает новый проект. И это женское поведение, а это мужское. Здесь иерархия, здесь четкие документы, документооборот, четкие инструкции, здесь все достаточно плавающее. Сегодня мир женский. Сегодня бизнес работает в основном в Y-стратегии. Даже такие гиганты, как Русский алюминий, Лукойл, даже военные компании. Я уже не говорю там про группу Альфа. Группа Альфа, например, если вся армия работает по этому, то группа Альфа работает по этой схеме. Нормальное отклонение? Почему я сюда зашла? Я хотела вам объяснить, что быть А если у него нету наполненности у шефа? Если у него нету энергии, он может привлечь этих людей? Людей, которые круче, чем он? Нет. Он может их удержать, они его разнесут. Но он энергетически сильнее их. Поэтому сегодня лидерство женским лицом. Поэтому сегодня на тренингах по лидерству, раньше мы, знаете, как изучали? 80% времени мы изучали эту схему, а 20%, тут еще есть вот такая. А сегодня мы сюда все внимание, когда тема идет о лидерстве. Должен ли быть здесь шеф умнее всех? Нет. Но у него должна быть потрясающая чуйка, правда, на людей? Он не знает бухгалтерию лучше бухгалтера, но он знает людей лучше, чем бухгалтер. Он разбирается в людях, это женское качество. Он верит своей чуйке, это женское качество.
он умеет договариваться, это женское качество. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.